Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков. Эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. В старых квартирах можно поменять интерьер, но окна, как правило, остаются на тех же самых местах. Для обитателей этих квартир то, что за окном, часто становится судьбой. Вот и в Кремле, в окнах бывших квартир Сталина все те же виды. Отсюда смотрели на мир Иосиф Сталин, его жена Надежда Аллилуева, сыновья Яков и Василий, дочь Светлана. Семья. Марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Обратите внимание на того молодого мужчину в военной форме, стоящего в глубине кадра. Видно, как он с трудом сдерживает рыдания. Видите, как он отворачивается, ему вытирают слезы. День 5 марта 1953 года разделил жизнь этого человека на 2 части – до и после. По воспоминаниям тех, кто общался с ним в те дни, Василий Сталин понимал, для него наступают тяжелые времена. Действительность же превзошла все самые мрачные прогнозы. Разбираться в завалах домыслов, слухов, полуправды, вот уже почти полвека окружающих фигуру Василия Сталина, очень тяжело. Его отец, Иосиф Сталин, когда-то произнес фразу «сын за отца не отвечает». Судьба его младшего сына Василия полностью опровергает эти слова. Ответил, причем по полной программе. До сих пор о семье Иосифа Сталина равнодушно не говорят и не пишут. Одни, ненавидя отца, ненавидят и его сына. Другие с придыханием говорят о вожде всех времен и народов, перенося эти чувства и на его детей, в том числе на Василия. Наша задача на основании фактов рассказать все, как было. От самого начала до самого конца. Итак, год рождения 1921, 24 марта. Место рождения – Москва, Кремль. Так записано во всех документах. Отец Иосиф Сталин, ему 41 год. Мать Надежда Аллилуева, 20 лет. Соседи по кремлевскому жилью: Ленин, Троцкий, Ворошилов, Молотов, Бухарин, Дзержинский. В этом мире за огромной кирпичной стеной люди эти работали, дружили, ссорились, умирали. Занятый практически 24 часа в сутки, Иосиф Сталин воспитанию своих детей времени уделял мало. Ими занималась его жена Надежда Аллилуева. Вместе с Василием воспитывался и Артем, сын погибшего известного революционера Артема Сергеева, соратника Сталина. Он стал ближайшим другом Василия. Нас иногда, когда выводили гулять в колясках, то ли по Кремлю, мне кажется, может быть, это был Александровский сад, то нас ноги в ноги сажали в одну коляску. Забирали кого-то из нас со своей коляской, сажали. И когда нас рассаживали обратно, чтобы отвезти домой, мы плакали. В 1926 году родилась сестра Василия Светлана.
Приезжал сын от первого брака Иосифа Сталина с Екатериной Сванидзе, Яков. Для них, детей Сталина, Кремль являлся тем самым двором детства, законы и традиции которого часто оказывают решающее влияние на формирование характера. Надежда Аллилуева мужу Иосифу Сталину. 12 сентября 1930 года. Вася на велосипеде ездил из Кремля на аэродром через весь город. Справился неплохо, но, конечно, устал. Отсюда же, из Кремля, каждое утро на трамвае Василий и Артем отправлялись в школу. С самого начала неусидчивый и неуравновешенный Вася учился плохо, что не могло не беспокоить родителей. Тройки, ну где-то четверки, а за ответы зачастую получал и двойки. Иосиф Сталин жене Надежде Аллилуевой. 2 июля 1930 года. Мне не очень нравится учительница. Она все бегает по окрестностям дачи и заставляет бегать Ваську с утра до вечера. Я не сомневаюсь, что никакой учебы у нее с Васькой не выйдет. Недаром Васька не успевает с ней в немецком языке. Очень странная женщина. Как мы уже говорили, детьми Сталин занимался мало. Хотя до самоубийства жены любил, когда на даче в Зубалово собиралось все многочисленное семейство Сталиных, Аллилуевых, Сванидзе. Смеялся, шутил. 8 ноября 1932 года Надежда Аллилуева покончила с собой. Смерть жены резко изменила характер Сталина, а вместе с ним и уклад жизни тех, кто его окружал. Через 3 года, в мае 1935-го, Сталин произнес всю объясняющую фразу: «Что дети? Они ее забыли через несколько дней, а меня она искалечила на всю жизнь». Горе было в доме страшное. 11 числа были похороны. По принятым тогда правилам, церемония прощания с Надеждой Аллилуевой проходила на Красной площади в здании ГУМа. Гроб был выставлен в одном из залов. Пришел Сталин, он рыдал. Причем рыдал, ну так, неудержимо, буквально. Его трясло. Василий на нем буквально висел. «Папа, не плачь, папа, не надо, папа, не плачь». Но его действительно, состояние его было тяжелейшее там. Из этого свидетельства становится ясно, как тяжело отразилась смерть матери на 11-летнем Василии. Можно только догадываться, что творилось в его душе. С этого момента отдалившийся от всех отец, поменявший квартиру в Кремле и переставший бывать на даче в Зубалово, где все напоминало о жене, стал поручать присматривать за Василием начальнику своей личной охраны Николаю Власику и его подчиненным. Именно тогда Сталин переехал жить на знаменитую ближнюю Кунцевскую дачу. Дети и родственники остались жить в Зубалово. Иосиф Сталин коменданту дачи Сергею Ефимову. 12 сентября 1933 года. Следите хорошенько, чтобы Вася не безобразничал. Не давайте волю Васе и будьте с ним строги. Если Вася не будет слушаться няни или будет ее обижать, возьмите его в шоры. Начальник охраны Сталина Власик получал донесения о плохом поведении Василия чуть ли не ежедневно. Комендант дачи Сергей Ефимов начальнику охраны Николаю Власику. Вася занимается плохо, ленится. 3 раза Каролине Васильевне
Звонила заведующая школой. Говорила, что Вася один день не стал в классе заниматься по химии. Через несколько дней так отказался от географии, мотивируя отказ, что не подготовился. Каролина Васильевна Тиль была экономкой в доме Сталина. Занималась семейным бюджетом и вела хозяйство. В семью привела ее Надежда Аллилуева. Любая провинность Василия отныне не остается незамеченной. Скрыть что-либо от строгих воспитателей невозможно. Однако 13-летний Василий быстро усваивает манеру общения по стилю и тональности, больше напоминающую служебную переписку. Василий Сталин сотруднику охраны Карлу Паукеру. Товарищ Паукер, вам писали, что я довел Пупка до слез. Пупком в семье шутливо называли сестру Светлану. Но я этого не делал. И со стороны Власика считаю неправильным обвинять меня в этом. Товарищ Ефимов передал вам о том, что я прошу прислать мне дробовик. Но дробовика я не получил. Может быть, вы забыли об этом? Так, пожалуйста, пришлите. Вот так и воспитывали, как говорится, всем миром. Отмечали, что Вася растет добрым и щедрым, но с нарастающей тревогой замечали все большее осознание своего исключительного положения как сына вождя. С каждым годом это проявлялось все отчетливей. Боролись с этим как могли. Но чем старше становился Василий, тем больше ситуация выходила из-под контроля. По-настоящему сын боялся лишь отца. Василий Сталин отцу. Папа, я играю в первой школьной команде по футболу, но каждый раз, когда я хожу играть, бывает по этому вопросу разговоры, что, мол, без папиного разрешения нельзя и вообще. Ты мне напиши, могу я играть или нет. Как ты скажешь, так и будет. У меня есть маленькая просьба, чтобы ты прислал немного персиков. 26.09. Васька Красный. Васькой Красным сына прозвал отец за его огненно-рыжую шевелюру. После 8 класса Василий решает поступать в артиллерийскую спецшколу на Красной Пресне. Эта идея всеми встречается с одобрением. Появилась надежда, что армия дисциплинирует порядком разболтавшегося парня. Надо ли говорить, что в конце 30-х профессия военного была, пожалуй, самой престижной в Советском Союзе. И об учебе в военных школах и училищах мечтали чуть ли не все сверстники Василия. Помимо хорошей физической подготовки, от абитуриентов требовались и отличные знания. Однако элитой армии тогда считали все же не артиллерию, а авиацию. Чкалов, Серов, Байдуков, Громов, Лепедевский – герои, о которых говорила вся страна. Настал момент, когда небом заболел и Василий. Не закончив 10 классов, он уговорил Власика помочь с поступлением в знаменитую Качинскую школу летчиков-истребителей. Власик помог. Появление в авиашколе высокопоставленного курсанта подействовало на окружающих, особенно на начальство, магически. Впрочем, их можно понять. Пойди пойми, как вести себя с сыном самого Сталина. Лаврентий Берия Иосифу Сталину. 8 декабря 1938 года. Секретно. Экземпляр номер 1. Мною был направлен с письмом к начальнику Качинской авиашколы, комбригу товарищу Иванову, сотрудник, который на месте выяснил, что, узнав о приезде Васи, командование школы сделало для него исключение с нарушением общих условий, существующих для курсантов. Лаврентий Берия докладывал, что Василия на вокзале встречал сам начальник школы, которому Вася, как бы невзначай, заявил, что скоро в Севастополь приедет папа,
и, вероятно, заглянет в Качу. Василия поселили в школе отдельно от остальных курсантов. Питание готовили в столовой для командиров, не ограничивали нового курсанта и в свободе передвижения. Василий неоднократно выезжал в Севастополь и в Мухалатку. Однако вскоре, по распоряжению Сталина, Берия добился того, чтобы условия жизни и обучения Василия в Каче ничем не отличались от обычных. Лаврентий Берия Иосифу Сталину. Мною даны следующие указания. А. Снять гласную охрану как неприемлемую и организовать агентурную охрану, с тем, однако, чтобы была гарантирована сохранность жизни и здоровья Васи. Б. Внимание и заботу в отношении него проявлять не в смысле создания каких-либо особых условий, нарушающих установленный режим и внутренний распорядок авиашколы, а оказание помощи в деле хорошего усвоения программы школы и соблюдения учебной и бытовой дисциплины. С этого момента Василий учился, как все. Курсанты его любили. Он был заводной, веселый. Стал старшиной отряда. Жил в общей казарме. Правда, одну привилегию за ним все же оставили. В полеты Василию выдавали парашют, тогда как все летали без него. Он ругался, противился, тем более парашют очень мешал в кабине. Но приказ был строжайший – жизнью сына Сталина не рисковать. В апреле 1940 года молодой лейтенант Василий Сталин начал свою службу в 16-м авиаполку под Москвой. К этому времени относится и первая женитьба на Галине Бурдонской. Познакомились на катке. Жениху и невесте было тогда по 19 лет. Галине его представил знаменитый хоккеист Владимир Меньшиков. Представил как свою невесту. Как оказалось, зря. Василий невесту друга отбил. Александр Бурдонский, сын Василия Сталина и Галины Бурдонской. Был немножко, знаете, такой Паратов из «Бесприданниц». Вот, когда ухаживал за мамой, вот все его полеты над Кировской, метро Кировской, где она жила, или там на настоящем мотоцикле. Вот так, это он умел делать. Хорошенькой Гале было из кого выбирать. Уже после разрыва с Василием она еще дважды была замужем, имела много романов, но Васька, говорила она, это любовь. Моя мама была удивительно редкостным человеком, который не мог быть кем-то. Понимаете? Вот она не могла прикинуться кем-то. И никогда не была лукавым человеком. Может, в этом ее тоже беда была. И чтобы вот такой человек любил отца, а мне кажется, она любила его до конца своих дней. Войну сын Сталина встретил в должности летчика-инспектора главного штаба ВВС. Он постоянно выезжает в боевые части. Как всегда, четко выполняет поставленную задачу. Но при этом в свободное время ведет себя так, как привык. К тому времени Василий Сталин уже начал пить. От этого пристрастия он так и не избавится до конца дней. Но во время войны это еще не было болезнью. Совершенно секретно. Народный комиссариат внутренних дел Союза СССР, Управление особых отделов, агентурное донесение, 2-е отделение, 2-й отдел, 9 сентября 1941 года. В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года во время воздушной тревоги товарищ Василий приехал на аэродром. Вместе с ним приехала молодая девушка. Он въехал на своей автомашине в ангар. Приказал механику товарищу Таранову запустить мотор и стал требовать, чтобы его выпустили в воздух. Время было 0, причем он был в нетрезвом состоянии.
Когда его убедили, что вылет невозможен, он согласился и сказал: «Я пойду лягу спать, а когда будут бомбить, то вы меня разбудите». Ему отвели кабинет полковника Грачева, и он вместе с девушкой остался там до утра. Подпись неразборчива. К этому времени выпускники Качинской летной школы, друзья Василия, воевали на передовой. На счету многих из них уже несколько сбитых немецких самолетов. Василий рвется на фронт, ведь он умеет прекрасно летать, а от тылового положения страдает еще и потому, что боится пересудов, дескать, хорошо устроился за отцовской спиной. В это же время начинается его небывалый карьерный взлет. В декабре 41-го ему присваивается внеочередное звание майор. 20 июня 42-го следует награждение орденом Красного Знамени. Прослужив в звании майора всего 2 месяца, он становится сразу полковником. Через месяц полковнику исполнился 21 год. Почему всегда очень жестко относившийся к Василию отец не боялся столь стремительного продвижения сына по служебной лестнице, загадка. Может быть, понимая, что от фронта Василия не уберечь, Сталин решил подготовить почву для более безопасной службы. Ведь только что попал в плен его старший сын Яков. А Василий, по сравнению с Яковом, был менее осторожным и обладал бесшабашным характером. Гадать можно долго, но факт остается фактом. На фронт летом 1942 года Василий отправился в должности заместителя командира 434-го авиаполка, командовал которым его друг Иван Клещев, муж актрисы Зои Федоровой. 31 декабря 1942 года Клещев погиб, решив при перегоне самолетов залететь в Москву, к Зое. Кончилось тем, что из-за плохой видимости Иван разбился при посадке на аэродром. После гибели командира полк отправляют на переформирование. На фронт подразделение возвращается уже под командованием Василия Сталина. Как вспоминают сослуживцы, полком Василий командовал старательно. Почти ежедневно сам вылетал на боевые задания. Перед вами подлинная запись в журнале боевых действий 32-го авиаполка. В результате воздушного боя гвардии полковник Сталин сбил одного Фокке-Вульф-190, который упал горящий в районе деревни Семкина-Горушка. Полк успешно выполнял боевые задания, периодически отправляясь на переформирование. Во время перерыва в боевых действиях и произошло знаменитое ЧП, о котором до сих пор пишут небылицы. Что и понятно, ведь в результате происшествия отец с треском отстранил Василия от командования полком. Что же произошло 4 апреля 1943 года? Все началось со звонка командира 286-й авиадивизии Василия Сталина командиру эскадрильи Виталию Попкову. Позвонил вечером и говорит, как там? Если завтра как раз такая погода была очень нелетная, на рыбалку. Я говорю, тут нет проблем. А чем будем, значит, ловить? Ну, удочек у нас нет, сетей тоже. Ну, думал, сейчас скажет, давай гранаты там. Ну, он говорит, а вы там подумайте, чем. Рядом стоял инженер полка по вооружению. Он говорит мне, что, мол, командир, а зачем нам эти там тол, и шашки толовые, и гранаты? У нас же РС есть. Поставим взрыватель на 26 секунд замедления, бросим, ляжем тут, значит, и рыба метнется на 100 метров в высоту, а нам останется только собирать. Однако на рыбалке реактивные снаряды, которые бросали в воду летчики, не взрывались. Вода заливала детонатор.
Решили сократить время срабатывания заряда сначала до 18 секунд, а потом и вовсе до 6. Когда инженер полка взял в руки очередной снаряд, чтобы бросить в воду, раздался взрыв. Когда Виталий Попков пришел в себя, он обнаружил, что от взрыва пострадали все участники рыбалки. Один был убит. Василий Сталин серьезно ранен. 26 мая, видимо, в результате доклада о расследовании происшествия, взбешенный Сталин собственноручно пишет приказ об отстранении сына. Вот он перед вами. Командующему ВВС Красной Армии, маршалу авиации товарищу Новикову. Приказываю. Первое. Немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника Сталина Василия Иосифовича. Второе. Полку и бывшему командиру полка, полковнику Сталину, объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул и за то, что портит и развращает полк. Народный комиссар обороны Иосиф Сталин. 26 мая 1943 года. Раздражение во всем. Тексте, почерке, многочисленных исправлениях. Раненого Василия доставили в Москву. В Кремлевской больнице была проведена операция. О результатах лечения доложили лично начальнику охраны Сталина Власику. Войну Василий закончил в Берлине. В 1946-м получил звание генерал-майора. До 1947-го служил в Германии. В этом же году был переведен на должность помощника командующего ВВС Московского военного округа. В 1948-м Василий Сталин становится командующим ВВС МВО. Командующему в тот год исполнилось 27 лет. Сразу же после войны распадается брак с Галиной Бурдонской. Детей, Сашу и Надю, Василий оставляет у себя и женится на дочке знаменитого маршала Екатерине Тимошенко. Детям она запомнилась настоящей мачехой, хмурой и властной. Александр Бурдонский. Это вот такая одна сторона была жизни, где мы могли там по неделе нас не кормили, там не поили, запирали в комнату. Отец этого не видел, но так было. И опять речь о двух людях, уживавшихся в одном человеке – Василии Сталине. Новый командующий ВВС Московского военного округа рьяно, как и всегда, взялся за дело. Все годы его командования, с 49 по 52 годы, округ прочно удерживал первое место. Именно здесь осваивали новые реактивные истребители, фронтовые бомбардировщики, штурмовики и радиолокационные системы. Но Василий не был бы самим собой, если бы ограничился только этим. Он наконец-то получил возможность заняться еще одной своей давней любовью – спортом. На спорте он был помешан. И началось. О взлете спортивных команд военно-воздушных сил написано и сказано немало. Говоря современным языком, звезд Василий скупал пачками. И здесь он меры не знал. Пробивал им квартиры, должности, денежное содержание. Перед его напором устоять было очень сложно. К нему пришли не просто звезды советского спорта, суперзвезды. Бобров, Тарасов, Рева, Савин, Пономарева, Лагунов, Акимов, Бабич, Парамонов, Капиталина Васильева. Встреча с ней, неоднократной чемпионкой СССР по плаванию, закончилась новым браком. В конце 40-х Василий расходится с Екатериной Тимошенко и начинает жить с Васильевой. Поселились они в особняке на Гоголевском бульваре в доме номер 7. Капиталина Георгиевна Васильева. Знаете, говорит, а ты могла бы без моей зарплаты прожить и в этом месяце, если я не дам тебе зарплату. Я знала, что, значит, у кого-то беда, что его зарплата нужна
как помощь кому-то. Я говорю, хорошо, я это сделаю. Я обойдусь, не беспокойся, только, пожалуйста, ты поменьше устраивай посиделки. Можно сказать, что период конца 40-х, начала 50-х был лучшим в жизни Василия Сталина. Молодой, популярный, всемогущий сын абсолютного хозяина страны мог себе позволить, если не все, то очень много. И все у него было бы хорошо, если бы не болезнь. Конфликты в связи с его вот этой самой фронтовой чарочкой. Я очень была против, потому что я знала, я знала, что это болезнь очень такая тяжелая, она прогрессирует. И мне нужно было как-то... Но у меня ничего не получалось. О том, что с Василием неблагополучно, отцу докладывали и сотрудники охраны, и врачи. Неоднократно пытались лечить. Начальник лечебно-санаторного управления Кремля Петр Егоров Иосифу Сталину. 9 декабря 1950 года. Лично товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Считаю своей обязанностью доложить вам о состоянии здоровья Василия Иосифовича. Василий Иосифович страдает истощением нервной системы, хроническим катаром желудка и малокровием. Причиной указанных заболеваний является чрезмерное злоупотребление алкоголем. 16 ноября сего года у Василия Иосифовича внезапно, дома около часу ночи, во время просмотра кинокартины, развился эпилептический припадок, полная потеря сознания, общие судороги мышц тела, прикус языка и выделение из полости рта пенистой жидкости. В одном из наших фильмов мы уже показывали уникальную хронику. Василий Сталин на охоте, морской, но почему-то с обычным ружьем. И, главное, в пижаме. Нетрудно догадаться, что он делал до этого. В 1952 году, когда окружение вождя стало готовиться к уходу дряхлеющего Сталина, начались неприятности и у Василия. Он, конечно, не мог не задумываться над тем, что ждет его после смерти отца, а потому пил все больше и больше. Опасения Василия подтверждались всем ходом событий. Его отстранение от должности командующего военно-воздушными силами Московского военного округа обросло огромным количеством домыслов и слухов. Путаницу внесла и сестра Светлана, написавшая в своих воспоминаниях о том, что Василия отстранили сразу после парада 1 мая 1952 года, во время проведения которого якобы разбилось несколько самолетов. Это не совсем точно. Один самолет действительно разбился при посадке по вине пилота. При расследовании катастрофы выяснилось, что летчик просто перепутал рычаги управления. Отец отстранил Василия от должности после другого парада и совсем по другой причине. 27 июля 1952 года в Тушине проводился парад в честь Дня военно-воздушного флота. Командовал Василий Сталин. После успешного окончания он позволил себе расслабиться. И тут последовал вызов на банкет, где присутствовало все политбюро. Проходил он на даче у отца. Василия же нашли на собственной даче, абсолютно пьяного. Капиталина Васильева. Когда он вошел, все уже сидели. Его в одну сторону качнуло, в другую сторону. И отец ему говорит: ты пьян, выйди вон. Нет, я не пьян, он отвечает.
Второй раз отец говорит, ты пьян, выйди вон. Он попятился назад, вышел. И с этого дня, и уже на следующий день он был, его снял он с командующего. Отставка Василия была обставлена как перевод на учебу в Академию Генерального штаба. Но там он ни разу не появился. Зимой 1953 года произошел окончательный разрыв и с Капитолиной Васильевой. У нас такие размолвки с Василием были страшные, что мы решили все-таки разойтись. Вот когда меня перед тем, как положили в больницу, я сказала, что я больше жить с тобой не буду. Больше не могу. Последние полгода перед смертью отца отмечены для Василия знаками приближающейся беды. Он безвылазно сидел на даче и пил. Артем Сергеев, приемный сын Иосифа Сталина. Ну, я смотрю, Василий уже хорошо подпил, еще себе налил фужер. И я ему говорю, Васька, хватит. Причем жестко, хватит. На что он сказал, вынул пистолет и сказал, а у меня 2 выхода. Вот здесь пуля есть, а вот здесь, говорит, водка налита. Как перевернул, так это понесло. Я, говорит, живу. Ты же пойми, я живу, пока отец есть. Отец закроет глаза, меня Берия на другой день на части порвет. Такого говорит, а Хрущев с Маленковым ему помогут. Как вспоминает охрана, даже в последний день рождения отца, 21 декабря 1952 года, на ближнюю дачу Василий приехал пьяным. Отец так и не принял подарок, набор инструментов. Отправил сына домой, а затем еще долго смотрел вслед, качая головой. 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Жизнь его младшего сына Василия переломилась надвое. У гроба Василий плакал навзрыд и упорно твердил, что отца отравили. Он был не в себе, он чувствовал приближение беды, но действительность превзошла все самые худшие ожидания. Впрочем, об этом в следующей серии нашего фильма.